Ко Дню Героев Отечества в Ингушском государственном музее имени Тукана Майсагова проходит уже ставшая традиционной выставка. В экспозиции представлены фотографии защитников Отечества, начиная с момента, когда наш народ присягнул на верность российскому государству. Участники русско-турецкой, русско-японской, Первой, Второй, Великой Отечественных войн смотрят на нас сквозь время и пространство. Каждый из них защищал Родину, не думая о славе и почете, забыв об усталости, превозмогая боль и страх. И, конечно, мы должны помнить их имена и воздать им должное. День Героев Отечества – памятная дата, которая отражает не только национальный состав, множество национальных героев, но и также различные периоды истории, многообразие истории России и участие наших земляков в все эти различные периоды. Сам День Героев Отечества еще в царской России имел звание День Георгиевских кавалеров. В этот день чествовали тех, кто получил орден Святого Георгия. Этот праздник был введен в 1769 году и отмечается 9 декабря. В годы, когда в стране была установлена советская власть, День Святого Георгия был переименован и назывался как День орденоносцев славы. И уже в наше время, в 2007 году, указом президента Российской Федерации, этот праздник приобрел новую силу, новую славу. В этот день чествуются не только георгиевские кавалеры. Герои Советского Союза, герои Российской Федерации, но и герои социалистического труда, который отражает еще и трудовую деятельность, трудовой путь, в том числе и наших земляков. Обычно в эти дни в музее бывало большое количество людей. Это и школьники, студенты, общественные и государственные деятели, которые могли не только увидеть фотографии героев, но и познакомиться с биографиями выдающихся земляков. Но в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией выставку можно будет посмотреть в онлайн-режиме. На нашем сайте и аккаунтах учреждения в социальных сетях вы можете ознакомиться с некоторыми материалами. В нашей постоянной экспозиции очень удачно отражены все эти периоды. В военном зале, в зале, посвященном Великой Отечественной войне, мы чествуем героев Советского Союза. Их 57 человек, которые были представлены к званию. Однако только 3 получили звание, и то спустя 50 лет, в 1995 году. Единственный, который получил при жизни, Оздоев Мурат Ахметович, летчик-истребитель, который совершил 248 боевых вылетов, сбил 8 самолетов. Отрадно то, что в нашей экспозиции есть обломки самолета, на котором он летал, Як-7 модифицированный, который был поднят со дна Псковского озера, и по номеру было определено, что он принадлежал нашему земляку. Также еще 2 летчика получили в 1995 году. Среди всех представленных очень много людей, всего около 88 человек были представлены. Однако за свои подвиги они награды так и не получили. Мы считаем то, что все они достойны упоминания. Люди, которые грудью закрывали амбразуры, шли с гранатами на танки, подбивали самолеты, шли в атаку впереди всех, и за свои подвиги они должны быть увековечены хотя бы в нашей памяти. В экспозиции выставки мы можем увидеть 57 человек, которые были представлены к званию Героя Советского Союза. Но только 3 из них получили награду уже с образованием Российской Федерации. Кроме того, уже в мирное время звание Героя России получили многие наши земляки. В постоянной экспозиции у нас отражены те или иные моменты истории и ее очевидцы, участники. В малом боевом зале у нас царские деятели и участники гражданской войны. Также есть стенд со всеми героями, будь то советскими и российскими, и также героями социалистического труда. Славная история нашего народа знает немало имен среди рядового и командующего состава. Стрелки, летчики, танкисты, саперы, кавалеристы и многие другие. Ингуши воевали в самых разных родах войск. Не жалея своих сил и здоровья, они сражались за Родину. И, конечно, День Героев Отечества – одна из немногих дат, когда мы можем вновь вспомнить их имена и подвиги.